Первое сообщение о пожаре поступило в службу оперативного обеспечения Центра управления в кризисной ситуации в 15 часов 45 минут. Через 5 минут к прибытию первого пожарного подразделения был подтвержден повышенный ранг пожара, вызов номер 2. Соответственно, в складском здании происходило интенсивное горение товарно-материальных ценностей и строительных конструкций. Огонь быстро распространялся по несущим конструкциям, по товарно-материальным ценностям. Соответственно, здание размерами 108 метров на 46, высотой 5 метров, через несколько минут было уже полностью охвачено пламенем. Дежурная смена на предприятии составляла 30 человек. Силами подразделений пожарно-спасательной службы были все эвакуированы, спасены. К сожалению, один есть погибший, 4 человека отправлены в лечебное учреждение. Основные проблемные вопросы в ходе тушения пожара, с чем столкнулись подразделения пожарно-спасательной службы, это отсутствие на территории достаточного количества водоисточников. Были задействованы ближайшие водоисточники. По Копровому проезду было силами ГИБДД перекрыто движение для прокладки магистральных линий и беспрепятственному проезду пожарных подразделений. Друзья, время 15:44, едем по Воткинскому шоссе, и тут такое вот такое вот чудо, дым, черный дым. Мы въезжаем прямо в него, сейчас светофор сразу за ним. Это что это такое? Очень плотный, очень густой, черный, зловещий дым. Еще горит. Я думал, это ТЭЦ или типа этого. Нет. Это не ТЭЦ, это что-то страшное. Видимость, аккуратно, видимость 15 метров. Фу, выключить хочу. Это просто жопа полнейшая. Извините за мой французский. Это самое, включи эту протиралку. Возле 3 бананов на Воткинском шоссе какая-то жуткая авария, что ли, произошла. Пожар идет. Сразу с телефонами все поперлись. Сейчас пожарку приедет. О, что ты, господи. По-моему, уже выложили в ГГС. Охренеть! Ужас! Тихо. Мама, давайте бегом. Мама,
до сих пор разгорается. Ужас какой. До тех. Там тоже, смотри, начала полотать хорошо. До дна пока не сгорит, нет, тоже. Ох, вон там, Дима, тут давай, смотри, тоже. Хорошо, сейчас я вторую